Как илишевцы могут улучшить свои жилищные условия? В настоящее время в районе активно реализуется государственная программа по линии Министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках данной программы граждане, проживающие на селе, могут получить господдержку на улучшение жилищных условий. Данные мероприятия осуществляются сразу в 3 направлениях. Первое. Получение субсидий на строительство или на приобретение жилья. Для этого желающий получить государственную поддержку должен работать в секторе агропромышленного комплекса или в социальной сфере. Приоритетным направлением является все же АПК. Иметь собственные или заемные средства в размере не менее 30% от расчетной стоимости строительства или приобретения жилья. Являться нуждающимся в улучшении жилищных условий. Социальные выплаты из федерального и республиканского бюджета составляют не более 70% от стоимости жилья и предоставляются в виде свидетельства. Срок действия свидетельства составляет 1 год. За этот период участник программы должен освоить субсидию. Кроме того, после получения выплаты получатель должен проработать не менее 5 лет у своего работодателя. В 2020 году счастливыми обладателями жилищных сертификатов стали 12 семей, работающих в сфере агропромышленного комплекса. Общая сумма оказанной поддержки составила более 23,5 миллионов рублей. Большое событие для моей семьи. Мы получили сертификат на строительство дома. Аллах Александр, надеюсь, закончим. У меня 3 детей. Очень рады. Большая и дружная семья Тимирбаевых получили поддержку от государства в 2019 году и уже успели реализовать ее, сделав реконструкцию своего дома. Глава семьи Самуля Тимирбаев, а также его супруга Оксана оба трудятся в животноводстве в сельскохозяйственном кооперативе имени 22-го партсъезда. Субсидия самый раз болды. Весь эшлерге, нетерге большой поддержка болды. Второе направление – субсидии на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. В данном случае строительство жилья осуществляется за счет федерального, республиканского и муниципального бюджета и средств работодателя, то есть не требует финансового вложения от самого участника программы. Обязательными условиями участия в программе являются: первое – работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на селе в течение не менее 1 года. Второе – признание нуждающимися в улучшении жилищных условий или постоянное проживание совместно с родственниками. В целях обеспечения жильем администрация района совместно с работодателем при его софинансировании заключает договор подряда на строительство жилого дома на территории района. Финансирование подрядчика осуществляется с лицевого счета администрации по мере поэтапного выполнения работ, при котором составляется акт осмотра объекта. На первом этапе выделяется 30% субсидии при выполнении работ нулевого цикла, то есть возведению фундамента. На втором этапе – возведение наружных стен, монтажа внутренних перегородок и перекрытия объекта, еще 30%. На третьем этапе, следующие 30%, устройство кровельных и фасадных работ, отделки жилых помещений, устройство внутренних сетей инженерно-технического обеспечения. Оставшиеся 10% выплачиваются подрядной организации в течение 30 дней от даты подписания акта приема передачи жилого дома. Построенное жилое помещение оформляется в муниципальную или общую с работодателем собственность. В договоре предусматривается право гражданина по истечении 5 лет работы на приобретение жилья в собственность по цене, не превышающей 10% расчетной стоимости, а по истечении 10 лет по цене, не превышающей 1%. В августе прошлого года администрацией района заключены муниципальные контракты с подрядными организациями, обществами ПМК Илишевская и Эшкуар, которые приступили к строительству 2 жилых домов. Общая расчетная стоимость строительства составила 5 134 000 рублей.
И уже в декабре семья Ракиповых из села Старокуктово и семья Шакировых из Старокиргизова отметили свое новоселье. Особо стоит отметить, что строительство домов стало возможным благодаря софинансированию работодателей, а именно общества «Племзавод Урожай» и крестьянско-фермерского хозяйства Гильмяна Гайнединова. Бүгін біздің үшін бик тә шатлыклы, куанычлы көн. Олы бәйрәм безгә бүген. Без яңа йортлы булдык. Йортыбыз бик зур, жылы, якты, ут кергән, су кергән, газ кергән, идәннәр жылы. Без бик шатбыз. Аллага шөкер. Менә минем ирем инде КФХ Гайнетдиновта эшләй. Аңа инде зур уңышлар, шулай тырышып эшләсен. Третье направление – сельская ипотека. Это новая программа льготных кредитов, которые выдаются на строительство и покупку жилья. Ставка по договору составляет от 2,7 до 3%. Снижается она за счет субсидирования от государства. Условия предоставления сельской ипотеки очень просты. Являться гражданином Российской Федерации и строить или приобрести жилье в сельской местности. Нуждаемость не нужна. Максимальная сумма кредита в Башкортостане 3 миллиона рублей. Срок кредитования до 25 лет. Размер первоначального взноса 10%. На сегодняшний день участникам данной программы Россельхозбанком только в Илишевском районе выдано всего кредитов на общую сумму более 52 миллионов рублей. Таким образом, улучшить свои жилищные условия на льготных условиях смогли 28 илишевцев и их семей.